Коллеги, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать на нашей встрече, которая посвящена деятельности инновационных площадок. Сегодня мы уже с вами работаем третий день. И, конечно, я уже получаю определенные отклики о том, что такая деятельность, как организация и функционирование, наверное, и развитие организации в режиме, инновационном режиме, да, это достаточно как бы непростой процесс. И, наверное, моя была задача донести это до вас. Ну и, безусловно, если мы говорим уже о какой-то конкретике, о каком-то конкретном содержании сегодня, то очень важно все-таки еще раз остановиться на том, именно какие определенные условия необходимы для того, чтобы как бы заниматься инновационной деятельностью. Поэтому мы с вами сегодня продолжаем, но я думаю, что мы не закончим наши встречи, и я еще раз вас призываю к тому, что мы могли бы общаться с точки зрения каких-то вопросов, требующих ответов. То есть это может быть какие-то определенные вновь назначенные циклы вебинаров уже в более конкретной тематике. Это возможные какие-то более узкого характера вебинары, которые будут рассматривать просто отдельные вопросы, связанные с деятельностью инновационных площадок. Поэтому, как бы, в принципе, все возможно. Мы очень благодарны вам, что вы как бы так активно откликнулись на эту тему. И надеемся, что вот такая цикличность, она поможет нам больше разбираться в каких-то серьезных вопросах, которые требуют, наверное, более подробного разбора и описания. Ну и, возможно, будет продвигать эту работу дальше. Но хотелось бы остановиться все-таки на тех условиях, которые необходимы для анализа, да, для определенного рассмотрения, да, может быть, для обсуждения именно в образовательной организации, которая непосредственно вступила уже в инновационную деятельность или, собственно, только еще желает вступить в инновационную деятельность. Ну, как бы вчера я уже начала об этом говорить, и мы остановились, конечно, на профессиональном развитии педагогических кадров. Вопрос непростой. И, конечно, любой куратор инновационной деятельности, руководитель, который руководит процессом инновационной деятельности, все прекрасно понимаем, что кадровые условия являются одними из самых важных условий, которые необходимы для, в общем-то, погружения в инновационную деятельность. Здесь очень важно понимать все-таки, насколько мы доверяем педагогу, профессионалу в той или иной области, который может повести вот такую хорошую творческую группу и, может быть, даже не столько организовать процесс, связанный с непосредственной инновационной деятельностью на месте, а сколько с возможностью передать те полученные модели, продукты, результаты другим педагогам для того, чтобы вот это распространение хотя бы пока на первом уровне, на локальном, внутри организации, оно могло бы иметь место быть. Поэтому здесь очень важно определить мотивационную готовность. Конечно, когда мы говорим о мотивационной готовности, мы понимаем, что эта готовность, она, безусловно, очень сложно измеряется и, конечно же, не всегда бывает постоянной. Да? То есть сегодня человек как бы понимает, что он готов, завтра какие-то случаются сложности, и, собственно, как бы мотивация резко идет на минус. Здесь, конечно, очень важно как бы определить педагогов, которые, в общем-то, единомышленники, такое вот есть хорошее слово, которые, естественно, разделяют вот эти точки зрения и взгляды. Ну и не закрываться, наверное, этим педагогам в какой-то своей небольшой творческой группе, а наоборот пытаться транслировать все более активно, рассматривать эти вопросы, инициировать рассмотрение этих вопросов и как бы постоянно, наверное, в процессе общения
с педагогическим коллективом вот, рассматривать и инициировать, и еще раз показывать, как это можно сделать лучше и так далее. Поэтому, конечно, безусловно, педагогические кадры, которые инициируют процесс, который может двигать вот такое хорошее инновационное развитие, это серьезное условие, и наличие таких кадров – это серьезный показатель к тому, что инновационная деятельность может иметь место быть в этой организации. Конечно, очень часто говорят о том, что, например, в больших коллективах инновационная деятельность, она протекает достаточно планово, то есть с учетом того управления, да, или контроля за управлением продвижения инновационной деятельностью. А в более малых коллективах, там, где коллективы единомышленников, они, в общем-то, имеют сплочение над рассмотрением той или иной темы, того или иного содержания, то есть там как бы процесс инновационной деятельности проходит динамично, быстрее, но тоже с определенными потерями, да, то есть тоже есть некоторые моменты, которые не всегда, наверное, вот удается уловить, поскольку процесс иногда выходит из-под контроля управления. То есть так или иначе, вот эти составляющие, связанные с подготовкой, да, педагогических кадров, они, конечно, хороши, и очень важны как факторы, да, которые влияют на движение, распространение и динамику инноваций внутри учреждения. Что еще хочется сказать про кадры? Конечно, сейчас очень большая, очень стремительно развивается такая хорошая онлайн-методическая поддержка, очень много информации, которую всегда самостоятельно любой педагог может подчерпнуть из интернета. То есть есть определенные консультанты онлайн, которые оказывают методическую помощь, есть онлайн-школы методические. То есть достаточно много сейчас возможностей удаленного общения, которые, ну, как бы позволяют, наверное, рассматривать, да, или искать вот этих единомышленников, искать сподвижников, которые интересуются той или иной деятельностью. Ну и непосредственно, конечно же, это помогает нам в профессиональном росте, а также помогает педагогу анализировать собственную деятельность, делать определенные выводы, ну и двигать свое развитие дальше. В этом отношении хочется еще сказать о том, что понятно, что профессиональный уровень педагогов каждый находится в своей точке развития, то есть кто-то достаточно глубоко проработал эту тематику инновационной деятельности, кому-то еще не совсем все понятно, кто-то двигается еще вперед и как бы поступательно, наверное, рассматривает содержание и ищет определенные формы и подбирает, наверное, или апробирует, возможно, те технологии, которые им необходимы. А кто-то как бы старается все-таки обращаться к уже имеющемуся опыту, да, вот пытается как бы в логике движения этого представленного опыта уже преломить к своим условиям. То есть вот такое профессиональное развитие педагогов, оно сегодня все равно укладывается в рамки самообразования, и, конечно же, самообразованию сегодня принадлежит достаточно высокая роль вообще в развитии педагогической науки, общества, ну и в целом государства. Это вот такие моменты, и на сегодняшний день возникает в этой части определенная проблема. Она возникает таким образом, что либо за потоком большой информации педагогу очень сложно выбрать то содержание, которое сегодня в данный момент укладывается в его понимание, да, либо Б, то есть либо Б, когда педагог выбирает то содержание из объема информации, которое в данный момент он может реализовать, как бы не особо рассматривая контекст продолжения того или иного содержания. Вот эти сложности, конечно, сегодня как дефициты, они не всегда преодолеваются педагогами, но тем не менее как бы двигают все равно инновационное развитие вперед.
Еще хочу сказать с точки зрения педагогической, профессионального, вернее, развития, что, безусловно, конечно, педагогам всегда необходимо профессиональное общение. Удаленное оно или очное, то есть это уже зависит от того, как собирается сообщество, но тем не менее вот элементы вот этого общения, да, время для общения, тот, наверное, вот формат языка, который профессионального языка, который необходим сегодня для выработки вот таких вот хороших позывов на инновационную деятельность, это сегодня, конечно, является очень важным. Поэтому, безусловно, вот этот настрой на повышение своего профессионального уровня, на активность, на более глубокое изучение того или иного содержания, на поэтапную плановую апробацию, что апробация тех или иных комплектов, учебников, возможно, программ, направлений, каких-то демонстрационных компонентов, она не является очень быстрой. И вот этот настрой педагога, он, соответственно, как раз-таки входит в понятие готовности. Поэтому очень важно понимать, что цели у педагогов, которые занимаются инновационной деятельностью, они все-таки большей частью, 99,9%, являются профессиональными. Поскольку инновационная деятельность, она требует от педагога и вдумчивости, и плановости, и времени достаточно большого, и аналитической составляющей. То есть поэтому, конечно, в большей части это мотивация профессионального характера. И об этом тоже нужно знать. И любому руководителю проекта, любому руководителю образовательной организации необходимо вот такое количество, наверное, педагогических кадров выделить. И чем, конечно, у вас активней вот этот актив, да, то есть это составляющая педагогических кадров, тем успешней будет старт инновационной деятельности. Поэтому те, кто не владеет профессиональной, вернее, те, у кого мотивация профессиональной деятельности все-таки ниже, чем любая другая мотивация, то понятно, что рано или поздно эти люди будут выходить из инновационной деятельности или искать определенные причины, чтобы не участвовать в инновационной деятельности, или ее свернуть. Ну, как правило, показывает практика. Это то, что касается педагогического состава. Безусловно, можно проанализировать по некоторым показателям эти условия, то есть активность педагогов, там, наличие методических разработок педагогов, наличие публикаций педагогов, его категория, его экспертная деятельность. То есть можно какую-то характеристику, как анализ условий по кадрам, конечно, можно собрать. Но для того, чтобы это проанализировать, опять-таки, нужен некоторый аспект показателей, да, некоторая характеристика, которая в отношении темы и содержания инновационной деятельности, она как-то вот будет отражать, да. То есть иногда совсем не обязательно, чтобы педагог, например, был, ну, условно, там, публиковался, да. То есть это не есть весомый показатель того, что он не может заниматься педагогической, извините, инновационной деятельностью. А, например, его эрудиция в этой области, она имеет место быть как основной показатель выбора такого ведущего педагога для инновационной деятельности. То есть когда педагог разбирается в этом вопросе. Или, например, когда он повысил свою квалификацию и уже что-то внедряет в практику своей работы. То есть вот как это оценивается. Но у него, предположим, нет серьезных разработок каких-то, да, связанных. Или у него не высшая категория на сегодняшний день. То есть здесь очень много нюансов, которые как бы должны увязать ту тему, то содержание, ту область инновационной деятельности, ну и, собственно, вот потенциал педагогических работников, которые будут заниматься продвижением этой деятельности. Поэтому здесь, конечно, сказать сложно вот так сразу в общем, но тем не менее, как бы подумать об этом тоже нужно при старте на инновационную деятельность. То есть инновационная деятельность, она, собственно, все равно инициативно, либо уже как бы
запущена где-то сверху, она все равно идет и укладывается на профессионализм педагога. Вот что бы мне еще хотелось сказать о педагогических кадрах. Что еще из условий, наверное, будет являться самым важным, ну, это информационные условия, я бы еще тоже их отметила, то есть их нужно тоже проанализировать. Почему их нужно проанализировать тщательно? Потому что сегодня эти информационные условия, они напрямую связаны не только с обеспечением педагогов информационной техникой, да, выходом в интернет, наличием комплектов учебников, наличием оборудования и прочее, прочее, прочее. То есть это, конечно, да, имеет место быть, и, собственно, когда мы анализируем информационные условия, конечно, эти показатели, они будут ведущими показателями. Но, тем не менее, здесь еще имеет некоторый такой вот один из факторов, это все-таки та ресурсная информационная база, которая говорит нам о том, насколько у нас есть опыт по данному направлению других субъектов Российской Федерации, может быть, зарубежных, вот именно концептуальный опыт, когда педагогу совершенно необходимо обратиться к пониманию, да, терминологии ли, то есть пониманию взгляда ли, да, то есть еще раз вернуться к этим источникам, к первоисточникам, наверное. Да, вот первоисточники очень важны сегодня для инновационной деятельности, потому что интерпретация уже имеющегося хорошего содержания, она может быть разной. Да, может быть действительно модификационно обновленной, да, а может быть завуалированной. Поэтому сегодня в информационных источниках мы предлагаем нашим педагогам всю ту информационную базу, которая, ну, она может собираться самими же педагогами, да, или она может быть предложена уже в готовом каком-то, и она может пополняться, эта база. То есть там, где действительно педагог постоянно в любую минуту со своего мобильного телефона, он может обратиться сразу к этой базе, к тем источникам, которые ему сейчас в данный момент необходимы. Это очень важный момент и важный компонент, который в любом случае позволяет педагогу наращивать быстро свой профессиональный потенциал, свою профессиональную компетенцию. Ну и кроме всего прочего, конечно, вот работа с различными базами информационными – это сегодня большой плюс, потому что поиск в интернете сегодня нам оставляет лишь многоплановую какую-то позицию, да, где надо еще зайти в содержание, посмотреть, как и что. То есть процессы ускорения сегодня настолько велики, что либо вот в ходе уже инновационной деятельности, либо до начала инновационной деятельности, либо уже в готовом каком-то варианте мы накапливаем базы данных, то есть все, что возможно по данной теме, по данному направлению, и предоставляем в открытом доступе к источникам нашу группу, наших педагогов и родителей в том числе, там, где мы можем это посмотреть. Конечно, это было бы очень успешно, если бы мы сделали это на нашем сайте, когда мы представляем нашу инновационную деятельность, и в этом разделе у нас уже есть полная информация о том, над чем, что уже было сделано, какой опыт, какая тематика, какие первоисточники, да, кто работает в этом направлении вообще по России, за рубежом и так далее. То есть полный обзор информации о том, над какой темой мы сегодня работаем, куда мы двигаемся, и постоянное пополнение этих источников теми разработками, теми небольшими, может быть, какими-то мини-алгоритмами. Это все, что делается, все, что накапливается сегодня, может выставляться в информационный, в открытый доступ, для того, чтобы потом мы не подходили очень долго к этапу вот распространения инноваций и как бы ее обсуждения, то есть результатов распространения инноваций и обсуждения этих результатов. Поэтому чем быстрее вы вот эту работу как бы будете проделывать, тем успешнее вот это накопление, да, оно будет проходить, тем проще, наверное, в какой-то части будет
и проходить и распространение инноваций, и подготовка к ее трансляции, да, ну и так далее. То есть вот эта информационная составляющая сегодня, информационно-методическая, бы даже так сказала, а может где-то частью и научно-методическая, вот накопление этой базы сегодня хороший и доступ к ней – это очень серьезное подспорье для развития инновационной деятельности. Поэтому, когда, предположим, мы апробируем что-то, ну, условно, там, какой-то учебно-методический комплекс мы апробируем мы там демонстрационный материал, учебники, ну, неважно, да, вот когда идет у нас апробация и внедрение, то любой и родитель, и ребенок, если он школьного возраста, да, то есть и как бы педагог, и руководитель проекта всегда входят в это информационное поле, и еще раз что-то сравнивают, анализируют, делают выводы, общаются и так далее. То есть это те источники, к которым всегда можно обратиться, и они должны быть, то есть в рамках инновационной деятельности. Туда же могут входить и нормативные какие-то акты, которые разрабатываются в процессе инновационной деятельности. Туда же могут входить и какие-то линии, связанные уже с разработкой электронных ресурсов. То есть все, что преподносится, нарабатывается и как бы появляется, оно подлежит вот такой хорошей информационной обработке, хорошей информационной систематизации, да, и открытому доступу. Поэтому без вот этого инновационная деятельность, она сегодня просто невозможна, она будет буксовать, и, ну, собственно, вот она может уже очень быстро свернуться, чего бы нам не хотелось. Поэтому, когда мы, предположим, внедряем определенного рода программу, да, и мы уже видим, что данная тема, вот там раздел, тема, содержание, оно по-разному интерпретируется, например, на территории Российской Федерации. Да? То есть вроде бы содержание одно, программа одна, задачи одни, да? Но подходы к решению этих задач не разные. Поэтому, конечно, это уже может быть позывом к обсуждению, позывом к тематике родительских каких-то встреч, позывом для тематики обсуждения на педагогическом совете и так далее. То есть обязательно вот эта вот составляющая, она должна быть, и без нее как бы инновационная деятельность, ну, теряет смысл по большому счету. Далее, что бы еще хотелось отразить. Ну, и мы вот сегодня уже хочется рассмотреть некоторые моменты, связанные с организационными моделями деятельности региональных инновационных и федеральных инновационных площадок. Они, все модели, то есть вы как коллектив, который пройдет уже какой-то уровень инновационной деятельности, всегда серьезно куратору проекта или куратору, или координатору, наверное, да, этого проекта, который координирует всю деятельность инновационную в процессе, очень важно в любом смысле этого слова как бы вот сформировать или сформулировать модель прохождения инновационной деятельности так, как она случилась или идет еще в определенной конкретной образовательной организации. Почему это важно? То есть последовательность, да, то есть могут быть заданные алгоритмы, опять-таки, либо вы их сразу вырабатываете, да, то есть это был бы самый хороший вариант. Вот мы сейчас рассматривать будем заданный алгоритм движения деятельности, да, региональной инновационной площадки. Это хорошо, но иногда бывает так, что где-то координация, значит, уменьшается, да, и, соответственно, вот организационный компонент меняется. Поэтому не всегда все, что задается в рамках алгоритмизации вот этой деятельности, не всегда оно получается именно так, как мы хотим. Поэтому по окончанию или где-то на промежутке уже подведения итогов очень важно посмотреть, как протекала инновационная деятельность, с чего она начиналась, как она двигалась, какие этапы у нее были, да, где какие промежутки тормозили, где, наоборот, ускорялись. Это очень хороший момент
аналитики, да, почему? Потому что именно он помогает нам посмотреть на движение и характеризовать движение инновационной деятельности и прежде всего выделить те факторы, которые тормозят развитие, и те факторы, которые, наоборот, ускоряют развитие. И вот в этом контексте анализа уже очень хорошо можно посмотреть, да, что каких факторов было больше, например, тормозящих факторов, за счет чего мы это преодолели, да, и преодолели ли вообще, или за счет чего мы ускорили свою деятельность, то есть это могут быть и средства, да, это могут быть, то есть ресурсы появились у нас, да, дополнительные, например, ну и разные другие вещи, которые всегда подлежат анализу. Вообще анализ, в общем-то, из этого и складывается, да, особенно подведение итогов. То есть есть компоненты, которые ускоряют процессы, и компоненты, которые тормозят процессы. Поэтому очень важно их выделять, и они очень хорошо помогают потом в понимании уже распространения, ну, той деятельности, она уже не будет называться инновационной, наверное, да, той деятельности, которая у вас уже будет вот идти в образовательной организации. Еще раз хочу сказать, чтобы было всем понятно, что диффузное распространение инноваций вообще в коллективе пока на локальном уровне, то есть в образовательной организации, сразу вот ее распространение широкого характера, то есть на всех, оно, конечно, ну, невозможно. Поэтому здесь, если вы хотите, например, инновационную деятельность, организацию перевести в полный инновационный режим, ну, во-первых, вам это никто не позволит, потому что есть у вас нормативно-правовые документы, которые регламентируют всю деятельность, да, прежде всего устав. А во-вторых, даже при всем желании вы встретитесь с огромным количеством тормозящих факторов, которые не позволят вам диффузно распространить вот такой поток и блок деятельности на всех, на все узлы, да, вот работы коллектива образовательных организаций. Ну, это, к примеру, вот, например, закупили вы робототехническое оборудование, да, и желаете, чтобы во всех, предположим, классах или во всех группах педагоги вели у вас робототехнику. Ну, это мы все понимаем, что это не реальные вещи, да, хотя, конечно, назвать применение оборудования в тех или иных аспектах инноваций, наверное, можно, потому что действительно оно новое. Да, оно новое, оно важное, оно нужное, оно ускоряет процессы развития детского, но тем не менее сразу распространить это просто невозможно, поскольку и ресурсов у вас немного, и условия могут быть не те, но и много очень препятствий и факторов, которые будут тормозить это развитие. И поэтому для того, чтобы совсем мотивация, а потом мотивация у педагогического коллектива резко будет падать, потому что процесс не идет, он тормозится, он стоит на месте, его никто не поддерживает, нет стимулирующих механизмов поддержки инновационной деятельности, и, конечно, инновации начинают сворачиваться. Тем самым мы приходим к точке невозврата, когда у нас оборудование есть, а работы нет. Что, в общем-то, ну, бывает, имеет место быть. То же самое мы говорим о, например, апробации каких-то программ. То же самое происходит, да, то есть как бы мы берем комплекс программный, который у нас есть, заводим его как бы пробно, да, в образовательные программы и стараемся распространить на все группы, на все классы, вот, там, где, в общем-то, ну, мы видим, что это нужно сделать, да, или мы желаем это сделать, потому что это продвигает какие-то процессы развития обучающихся и воспитанников вперед. Однако, опять-таки, встречаясь с сопротивлением педагогических кадров, встречаясь с тем, что некоторые требования, которые изложены как в виде условий в тех или иных комплексах, в тех или иных программах, они, собственно, выступают уже не просто как условия, как требования к апробации, да, соответственно, опять-таки происходит вот торможение, и, соответственно, мотивация опять-таки резко падает, да, происходит отторжение каких-то вещей, ну и инновация остается лишь участие, инновационная деятельность остается лишь участие
педагогического коллектива, который, в общем-то, глубоко проникся этой работой. Поэтому здесь, конечно, еще раз повторяю, что инновационная деятельность, она, наверное, хорошо может пройти на локальном, хотя на первичном уровне, в процессы с учетом понимания ее целей, задач, функций, масштабности применения социально-педагогических эффектов, анализа условий и так далее. То есть очень четко мы должны это понимать для себя, что распространение даже на локальном уровне, оно иногда бывает как бы затруднено. Ну и в этом смысле, вот вернемся к нашей структурной модели, она такая очень условная, и мне бы очень хотелось как бы вот на ней немножко остановиться. Ну, во-первых, как я уже говорила, что те условия, которые непосредственно есть, то есть имеющиеся условия, да, они, безусловно, должны очень четко совпадать с теми характеристиками изменений и той мотивации на изменения, которая первично закладывается. То есть что мы хотим вообще, зачем мы это делаем, да? Зачем мы тратим, предположим, там, финансы на закупку оборудования, зачем мы выбираем те или иные комплексы. То есть вот это позывы на изменения, ну, или формирование мотивации на изменения должны быть нам очень хорошо понятны. Да? То есть понятно, я вот уже в предыдущих днях об этом говорила, они должны быть понятны прежде всего, какое улучшение или качественное, лучшее изменение будет происходить, или мы предполагаем, что оно будет происходить после нашей инновационной деятельности. Вот ответить себе на этот вопрос очень важно, и, конечно, попытаться обрисовать, да, описать, возможно, спроектировать, возможно, составить схемблоки, да, этих изменений. Это вот важная составляющая часть, которая, в общем-то, будет иметь место быть как вот ядро, зачатка такого, да, мотивационных изменений на инновацию, на инновационную деятельность. Ну и, безусловно, выбор, конечно, будет падать на то, какие условия для этого есть, и какие условия задаются как требования, да, и какие условия, и соответствуют ли этим требованиям имеющиеся условия. Это обязательно вот эту первую часть, первую параллель, ее обязательно нужно проанализировать. Как ее проанализировать? То есть не будет сидеть руководитель и думать об этом. Да? То есть опять-таки мы рассматриваем определенный комплекс мероприятий, направленных на это. То есть этому могут быть посвящены и педагогические советы, этому могут быть посвящены родительские встречи, обсуждения в коллективах, это могут быть обсуждения на онлайн-площадках, это могут быть участия в конференциях, семинарах, вебинарах и так далее. То есть когда вот этот блок, да, он соберется, ну, как минимум, скажем, в пределах определенного количества времени, может быть, полгода, год, ну, в зависимости от того, как стремительно будет это проходить, то есть сказать сложно здесь по срокам. Вот эта параллель, она остается как бы таким фундаментом для того, чтобы мы могли понимать, что инновационная деятельность у нас может иметь место быть. Далее, безусловно, для того, чтобы мы как-то продвинулись в проектной части, очень важно, наверное, на сегодняшний день рассмотреть, вот как я сказала, или набрать вот эту информационно-методическую, научно-методическую базу, которая будет помогать нам. Да? Может быть, параллельно заинтересовать и выстроить сотрудничество с какой-то организацией, может быть, социальным партнером, которая непосредственно может не просто там помогать улучшать условия, например, те же, да, а которая может выступать и в качестве эксперта в том числе. Возможно, это структурно-функциональные изменения, например, создание общественно-государственного какого-то интересного органа родительской общественности, может быть, экспертного сообщества. Да? Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы действительно правильно разработать тот проект, ту программу, которая вот поведет вас
и инновационную деятельность продвинет до определенного результата, возможно, даже до окончательного результата. Поэтому этот момент, связанный с анализом существующей практики, с теми объемами, которые необходимо будет преодолеть, с тем содержанием, которое должно быть очень четко, прежде всего, творческой группе понимаемо, да, с той существующей практикой, со всеми рисками и со всеми минусами и плюсами, да, то есть может быть, аналоговой практикой даже, не обязательно той, которую вы хотите, да, может быть, с аналоговой практикой. То есть вот здесь вот какие-то моменты, это тоже достаточно такой вот блок, с которой можно проработать с учетом подходов к построению инновационной деятельности. И уже после этого, вот я бы, например, с точки зрения такого прогнозиста, наверное, да, я бы, например, вот этим 3 пунктам посвятила, ну, наверное, не меньше, может быть, от полугода до года. Почему? Потому что гораздо сложнее подготовительный этап, нежели его реализация, да? Когда мы очень хорошо понимаем, что мы делаем и для чего мы будем это делать, можно приступать к разработке инновационного проекта программы. Ну, вы видите, что в рамках нормативно-правовой документации, да, то есть подается заявка, потом разрабатывается проект. Но можно, конечно, и придерживаться и этого этапа, но нужно понимать, что в течение длительного периода времени все равно у образовательной организации уже очень много различных проектов, которые, и в том числе, которые можно назвать интересными, новыми, да, в той или иной области, которые уже частью реализуются или были реализованы, которые разрабатываются. То есть на них надо посмотреть и подумать, а насколько вот этот комплекс того, что еще уже имеется, может как-то отнестись к той тематике, к той апробации, к тем изменениям, которые мы хотим как бы провести в конкретной организации. Может быть, уже то, что уже сделано, то, что мы еще хотим сделать, может быть, оно уже у вас есть в проектах, есть в программах, может быть, там есть уже содержание, а может быть, там есть уже определенные наметки, да, и поэтому, конечно, когда мы говорим о разработке инновационного проекта, очень важно понимать, а насколько данный проект, он будет для нас иметь место быть как комплексный, да, то есть комплексный, то есть комплексный комплекс, который охватит и само содержание инновационной деятельности, и условия, которые уже имеются, и деятельность, которая уже проходит так или иначе, да, в каких-то других направлениях. То есть насколько вот этот комплекс, он поможет нам вот инновационное содержание протянуть и апробировать, и внедрить прежде всего. Поэтому здесь проект, он достаточно такой весомый. И, конечно, он носит характер комплексности, безусловно. То есть он менее локального уровня и больше, конечно, комплексного. Это было бы неплохо, поскольку вы не теряете, как координаторы, ту часть педагогического коллектива, ту часть нормативного процесса, да, который обязан проходить. И поэтому, как бы вот координируя эти процессы, можно, умело разработав проект, инновационную деятельность, апробируя что-то, внести уже в рамки такого нормативного, наверное, освоения содержания, технологий, методик, которые рекомендуются уже с точки зрения такой вот обычного образовательного процесса. Поэтому здесь вот очень хорошо нужно посмотреть, насколько идет понятие разработки проекта. Ну и после этого возможно уже формирование заявки на статус РИПа, да, то есть региональной инновационной площадки, когда, еще раз я вас призываю к тому, что тема, область применения, получения различных инновационных продуктов, они должны четко увязываться с теми направлениями, которые указаны в нормативно-правовом обеспечении в тех положениях федерального и регионального уровня,
в тех научных исследованиях, которые, конечно же, считаются стратегическими государственными задачами развития образования прежде всего. То есть с чисто очень узких локальных тем, конечно, сейчас мы не выбираем для инновационной деятельности. Далее идет процесс апробации внедрения проекта, вот самый сложный процесс, о котором мы с вами говорили. На этом участке весь процесс, он притягивается к проекту, который разработан, в котором уже четко у вас определены и этапы, и планирование, и мероприятия, и показатели, и механизмы оценки и контроля за этой деятельностью. То есть вот этот этап, он такой достаточно длинный, и имеет место быть уже с определением таких вот срезовых, наверное, вариантов, может быть, мониторингов промежуточных результатов, там, где мы можем уже понять, что у нас получается, что не получается, где у нас идет статистика, где какая-то аналитика. То есть вот здесь вот этот процесс, он соединяет апробацию с контролем и контрольными срезами по промежуточным результатам. В заключение, когда мы стараемся уже подвести итоги реализации нашего проекта, мониторинг, если он у вас есть, или те контрольные мероприятия, которые проходят, или те контрольные точки, которые вы себе наметили, они уже вырастают не просто в качестве мониторинговых каких-то исследований, да, они уже вырастают в качестве экспертизы результатов. То есть что достигнуто, не достигнуто, как достигнуто, выдвинуты ли определенные нормы и требования к результатам, соответствие достижения этих норм и требований определенным критериям и так далее. То есть как бы получается, что в итоге мы не просто пишем отчет о том, что сделано, раз, два, три, четыре, да, или там, что получилось, что не получилось, а даем хорошую экспертную оценку каждого этапа, и, соответственно, на каждом этапе смотрим, какие промежуточные результаты мы можем, вернее, спланированы в проекте, и какие получились, и уже можно дать экспертную оценку с привлечением не только профессионального сообщества, но и с привлечением общественности, что на этом участке достаточно хорошо, потому что помогает еще раз внести определенные коррективы до оформления продуктов инновационной деятельности. Вот здесь очень такой важный момент, на него тоже стоит обратить внимание. Ну и далее у нас идет уже в контексте либо промежуточных результатов, либо уже в заключение инновационной деятельности, либо это идет в параллели, да, то есть это может идти в параллели. У нас идет презентация итогов и методических продуктов инновационной деятельности, которые опять-таки подлежат профессионально-общественному обсуждению, потому что они выносятся на любые публичные мероприятия, связанные с обсуждением, да, с презентацией, с демонстрацией, с представлением лучшей практики и так далее. И уже от контекста этого обсуждения, одобрительного или с рекомендациями какого-то выводов, да, определенного рода, еще раз могут пройти ваши инновационные продукты экспертизу, они могут пройти экспертизу на всех уровнях, начиная от уровня организации, заканчивая там федеральным уровнем, да, и тогда они уже попадают в определенную публикацию, и мы говорим о том, что мы, собственно, распространили опыт либо на уровне муниципалитета, либо на уровне республики, либо на уровне Российской Федерации. Ну, надо сказать, что такой опыт у нас есть. Его много уже, начиная с 2012 года по дошкольному образованию. У нас очень много опыта инновационной деятельности, распространенного на федеральном уровне. Поэтому здесь, я думаю, что эту работу останавливать нельзя, ее нужно только продолжать, активизироваться, потому что на самом деле вот даже сейчас мы вступаем опять в поле инновационной деятельности, которая посвящена апробации концепции мониторинга качества дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет. Всех приглашаем, кто желает участвовать в апробации этого инструментария. Это достаточно тяжелая, сложная работа, но она и есть инновационная. То есть насколько сегодня республика готова создавать условия
доступности и качества и обеспечивать развитие вот такого ребенка такого возраста, да, что для этого нужно? Это работа, с одной стороны, и не просто инновационная, она научно-экспериментальная работа, да, она такая опытническая, поскольку инструментарий уже готов, и апробация его уже будет позволять нам говорить о том, насколько у республики есть эти условия, насколько мы готовы, да, вот что-то сделать в этом направлении. Поэтому, кто желает, пожалуйста, поле открыто для вступления вот в такую инновационную деятельность сегодня. То есть для детей, еще раз повторяю, апробация инструментария концепции мониторинга оценки качества дошкольного образования. Буквально сегодня мы делаем эту заявку. Кто желает, присылайте на почту электронную свои пожелания, предложения. И мы вас включаем в эту инновационную деятельность. Кроме всего прочего, конечно же, статус уже накладывает свой отпечаток на деятельность организации, поскольку понятно, что пройдя путь вот этой инновационной деятельности один раз, организация уже не хочет больше жить в режиме функционирования, и необходима еще какая-то инновационная деятельность, да, и постоянно вот это развитие помогает организации пройти очень такой быстрый, наверное, путь, потому что инновация, она продвигает развитие образовательной организации, очень много на этом пути обрастает различными интересными вариантами и продуктами, и поэтому организация, конечно, еще раз желает пройти этот путь, и так она старается выйти уже и в статусе республиканской или федеральной площадки на получение определенных грантов, на получение определенных дополнительных каких-то финансов в рамках конкурсных мероприятий для того, чтобы опять-таки развивать вот то обновление, которое закладывается первично. Поэтому здесь как бы просторов очень много, и педагоги тоже могут инициировать, то есть когда вот мы семинар вот сейчас слушаете, педагоги говорят, ну как бы нам трудно, да, вот это понять, потому что не мы занимаемся координацией и так далее, но нужно понимать, что инициатива, появление, да, и закрепление за организацией инноваций, она в том числе идет и от педагогов, потому что педагог, он может инициировать какие-то интересные вещи, да, вот как бы донести до руководителя, инициировать создание творческих групп. И вот уже в рамках, вот посмотрите, первый-то вот пункт, это все-таки появление мотивации на изменения. Поэтому если мы не инициируем это, то, конечно, изменения и не будет получаться. Поэтому педагог в любом случае, как инициатор, он тоже может выступать. И уже зная вот эту сложность, да, в работе, зная вот эти вот шаги, алгоритмы, которые нужно пройти не одному педагогу, а целой группе, чтобы потом вести за собой следующих коллег. Вот зная уже это и зная все сложности, да, уже педагог себе отдает отчет, насколько он может и желает вступить, и будет это делать, да, и тем самым будет профессионально расти. То есть вот, может быть, и в этом, пройдя этот путь, педагог понимает, что именно в этом было его профессиональное развитие. Поэтому здесь, конечно, вот возможности, они достаточно широкого характера и для профессионального роста и развития педагога, и для статусности образовательной организации, и для статуса самого руководителя, и для общественной оценки с точки зрения социальных партнеров и родителей. То есть очень много таких хороших потенциальных возможностей. А самое главное, когда организация работает в инновационном режиме, то есть постоянно закручивает, да, вот эту вот инновационную деятельность, то вот это развитие, оно настолько помогает стремительно двигаться вперед организации и, соответственно, как бы вот уже видеть перспективы очень быстро, да, то есть иногда перспективу очень трудно увидеть, потому что, ну, условия, да, там денег нет, мы говорим, там тяжело там закупать что-то, еще тяжело менять, вот надо там все поменять. И, конечно, это как вот гири, они тормозят, но когда организация проходит один раз этот путь, второй раз этот путь, она понимает, что и деньги найти можно, и то есть открываются вот эти перспективы, открываются вот эти возможности. И очень важно вот этот момент уловить
И поэтому руководитель, он всегда только за то, чтобы инновационная деятельность в организации, она была, ну, практически постоянной, потому что она дает очень широкие возможности. Вот мы рассмотрели вот такой вот поэтапный подход. И вот если вы увидите вот такими стрелочками, да, обозначено, то вы увидите такое поступательное движение, да, вот поступательное движение от одной части к другой. И это, конечно, во времени вот как раз-таки может быть вариант трехлетнего построения инновационной деятельности, да, когда мы неспешно двигаемся к получению результатов. Вот составляющей, которая непосредственно вот как бы двигает такое вот последовательное, что ли, движение, да. А далее мы с вами еще, я представила вам одну вот такую вот модель, которая рассматривает, как инновационная деятельность может двигаться, ну, не в таком поступательном, наверное, движении, да. То есть, посмотрите, когда есть определенный позыв на изменение, да, то есть на изменение многого чего-либо, да, то есть на обновление, на содержание, на условия, на изменение условий. Но вот анализ условий и анализ уже имеющейся практики, они вот в красной зоне. То есть они могут то есть быть, а могут и не быть, как мы говорим, да, ну, как бы на глазок. То есть, да, у нас есть условия, ну, возможно, у нас это получится. Вот, причем при этом, как бы не факт, что это может быть важно, да, то есть, ну, не факт, что это должно именно быть как составляющая вот этой последовательности. То есть, в принципе, это может и не быть. Но вот посмотрите тогда, насколько движение, оно не имеет последовательности, то есть оно построено в виде комбинаторики, то есть тех каких-то, как пазлы, да, то есть они пока еще не сложились, или они сложатся так, как они сложатся, уже после, может быть, анализа инновационной деятельности. Поэтому вот смотрите, что в красной зоне. В красной зоне то, что, наверное, ну, практически в большей частью при инновационной деятельности выпадает. Да? То есть, если мы посмотрим только голубую нашу зону, то мы двигаемся таким образом. Это появление мотивации на изменение, ну, то есть, как бы, да, что-то надо изменить, надо что-то поискать. Надо позаниматься, вот у нас хорошо идет вот эта область, давайте мы вот этой областью будем двигаться в этом направлении, там искать новизну и так далее. Да? Может быть, у вас сразу такой вот уже характеристика учреждения такая, там творческой направленности, там, спортивной направленности или там еще какой-то направленности. Да? То есть как бы вот эта составляющая, она как бы, ну, тоже подтягивает, да, на появление изменений. Далее, соответственно, мы понимаем, что раз у нас есть направленность, и раз у нас есть вот лучшее что-то, да, вот у нас есть опыт достаточно большой, мы там победители и все прочее. То есть вот мы свое поле как бы инновационной деятельности нашли, и мы желаем в нем продолжать свое обновление. Соответственно, тогда вот эта вот аналитика, она, ну, как бы кажется нам, ну, не совсем существенной. И мы, в принципе, можем ее отпустить, да. Не факт, что мы можем к ней не вернуться на каком-то этапе. Мы можем к ней вернуться, но вот при формировании такой вот комбинаторной модели, да, она может и не быть. То есть она может и автоматически пропуститься, но может и состояться, да. Дальше, что еще остается в голубой зоне, то, что как бы вот постоянно и правильно, наверное, происходит, да. То есть это, конечно, проект, программа инновационной деятельности, без которой движение невозможно. Мы это все понимаем и придаем этому достаточно серьезное внимание. И, возможно, при очень тщательном подходе, наверное, проекты нужно бы еще и проанализировать, разобрать экспертизу, они проходят все, мы дальше про экспертизу еще поговорим с вами. И остается вот апробация внедрения проекта, да, и где-то в частичном варианте остается презентация экспертизы результатов,
И как бы мы стараемся сразу свой опыт представить, распространить, да, и показать свои результаты одновременно, да, то есть вот мы его демонстрируем, свой опыт. Здесь в этом отношении очень важно понимать, что вот в такой модели, да, движение вот, этапов или действий, наверное, да, вот в красной зоне, они могут появляться на любом участке, да, вот продвижения деятельности инновационной. Поэтому в этом отношении комбинаторика, она непредсказуема в какой-то части, да, и поэтому эта модель, она характерна для построения деятельности инновационных площадок такого ускоренного типа. Но нельзя забывать о том, что последовательность, она может быть немножко разной в отношении того, предположим, если вы хотите ускорить процессы региональной деятельности инновационной площадки, скажем, в течение года, 2 лет, да, то ваша модель, она может случиться и другой. То есть как вы ее построите, это уже, собственно, будет видно от того, как вы получите какие-то определенные результаты. Поэтому, как правило, вот практика показывает, что в основном движение инновационной деятельности в рамках модели построения инновационной деятельности, оно имеет комбинаторный тип, к сожалению. Да? Поэтому очень важно при управлении инновационными площадками, при координации деятельности инновационной площадкой, очень важно все-таки еще раз возвращаться либо к тому алгоритму этапности, который вы закладываете в проектах, и все-таки поступательно двигаться или придерживаться поступательности, да, либо, либо корректировать свои программы и проекты с учетом того, что как бы каждый этап он несет свою функцию и имеет свое значение прежде всего, да, прежде всего для окружающих. То есть не только для выполнения целей, задач, не только для получения результатов, но и для социально-педагогической, прежде всего, общественности и профессиональной общественности. Поэтому, вот еще раз повторяю, как правило, наши модели инновационной деятельности, они в основном комбинаторные. Поэтому очень важно все-таки, чтобы ваши инновационные проекты проходили экспертизу не только на уровне уже подачи заявки на статус, да, потому что все равно экспертиза заявки на статус, она носит все-таки такой научно-методический характер, больше научный характер, вот, а уже непосредственно на уровне разработки данного проекта, да, на уровне представления, презентации, обсуждения данного проекта. Желательно привлечь те категории участников реализации инновационной деятельности, на которых будет направлен этот проект. И еще раз его обсудить, потому что на уровне практики, на уровне тех изменений, которые мы хотим внести, еще раз обсудить, взвесить его реальность, может быть, даже его измерить, с учетом тех показателей, которые вы можете выработать по измерению данного проекта. И тогда уже вы понимаете, что вот он как бы готов к реализации проекта инновационной деятельности площадки. То есть как бы, а что значит, если вот тут тоже очень часто задают вопрос, а что значит вот смысл проекта? Вот мы привыкли делить на этапы, да, подготовительный, там основной, заключительный и так далее. И там комплексы мероприятий. Ну, я об этом уже много раз говорила, и мне как бы очень важно, чтобы в самом проекте были заложены механизмы, которые регулируют достижение результатов того или иного этапа. Например, на первом этапе это появление вот этих информационных ресурсов, да, это создание определенных условий, да, или изменение определенных условий, тех же кадровых хотя бы, да. То есть на втором этапе это появление моделей, это разработка каких-то планов, программ и прочих других вещей, да, это их обсуждение, это разработки мощные, наверное, да, которые могут быть подспорьем для как бы коллег и для сообщества, которое находится на территории не только, например, республики, но и Российской Федерации.
На заключительном этапе понятно, что это определенные характеристики количественные, качественные, да, то есть аналитическая часть, то есть та, которая позволяет нам говорить, что это состоялось. Иначе, когда мы напишем отчеты, что мы все провели мероприятия, ну, сложно сказать, была ли инновационная деятельность. С приложением и далее с последующим выходом на презентации продуктов, на их описание, на их публикацию, в конце концов, да. То есть как бы вот эта цепочка, она должна быть очень четко понимаема тем, кто занимается инновационной деятельностью, тем, кто старается координировать и управлять проектом по деятельности региональных и федеральных инновационных площадок. Ну и не надо думать, конечно, что если вы в статусе федеральной инновационной площадки, то что координаторы, они могут провести экспертизу, обучение, да, но основная часть проекции, да, на получение продуктов, на получение хороших качественных изменений, она будет принадлежать все равно организации. То есть для федерации важно мнение и срезы по всей Российской Федерации. Это основная задача, которая укладывается в инновационную деятельность. И ваше видение, рекомендации, продукты, которые могут быть как уже продукты, говорящие о результате. Вот это очень такой момент достаточно серьезный. Поэтому, закладывая уже вот движение деятельности инновационной площадкой, мы очень хорошо должны понимать, пропускаем ли мы что-то, значит, за счет чего мы потом, какими механизмами мы будем пользоваться для того, чтобы как-то восполнить эту деятельность. Да? Если наоборот мы видим, что нам не хватает этого этапа, значит, мы каким-то образом должны понимать, что в программе, проекте мы его не предусмотрели, да? Вернуться еще раз к этому, ну и так далее. Далее, то есть эту часть мы с вами как бы окончательно закончили, то есть мы должны понимать еще раз в сухом остатке, что прежде всего это хорошая инициатива на изменения, на положительные изменения в практике работы образовательной организации. Это ориентирование на те цели, задачи, темы, направления современности решения стратегических задач национального проекта образования, федеральных и региональных проектов, дальше тех исследований, которые проводятся на территории Российской Федерации в области образования, то есть тех уже имеющихся комплектов, учебников, программно-методических комплексов, оборудования, средств обучения, различных материалов, которые считаются авторскими материалами, да, то есть формирование работы с патентованными какими-то материалами, да, то есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть вот это поле, которое всегда, оно есть, если мы владеем хорошо пониманием современного развития образования. Это первое. Второе, вот это вот позыв на изменения. Второе, это, конечно же, хороший мониторинг условий, которые имеются внутри учреждения, причем существующих на данный период, не просто, когда мы там говорим об анализе, да, существующих на данный период. Это хорошие проекты и программы, которые уже есть у образовательной организации, которые могут служить основанием для формирования комплекса подходов к инновационной деятельности. Это хорошая проектировочная группа, которая будет работать над формированием и разработкой проекта. Это подача заявки или наоборот, сначала подача заявки, потом разработка проекта. Тут уже вот как вот вам будет, как вам больше нравится, да? Это хорошее построение алгоритмов последовательности ведения, управления и координации за инновационной деятельностью. Это, безусловно, параллели, которые могут быть между оценкой и получением результата и представлением продуктов,
промежуточного результата, да, а потом дальше последующего итогового результата. Это постоянное обсуждение появившихся изменений, оценка появившихся изменений, экспертиза появившихся изменений, потому что только так мы выявляем те социально-педагогические эффекты, которые мы хотели изначально заложить в свои программы и проекты. Да? Ну и, соответственно, также может идти по параллели и демонстрация, трансляция того опыта, который получился, тех продуктов, которые получились, тех открытых мероприятий, которые могут быть в контексте демонстрации лучшей практики. Ну и понятно, что это оформление продукта инновационной деятельности, тех разработок, которые появляются, вот в некоторый либо комплекс, сборник, рекомендации и прочее, прочее, прочее. Вот такая вот длинная цепочка инновационной деятельности, которая непосредственно, опять-таки повторюсь, еще очень имеет место быть, как очень быстро сворачиваемая, вот, и непосредственно иногда выходит за нормы координации и управления. Поэтому, если у вас есть какие-то более конкретные, значит, моменты и вопросы, я вот тут вижу, есть вопросы, я попозже на них отвечу, значит, поэтому, пожалуйста, пишите. Некоторые вопросы действительно можно раскрыть более детально, но для этого, опять-таки, вы понимаете, должен быть определенный цикл вебинаров, семинаров, посвященных вот только конкретной, например, теме. В заключение мы с вами рассмотрим фрагменты, связанные с экспертизой, с критериями оценки инновационных проектов и с теми продуктами инновационной деятельности, которые могут быть уже, являться, вернее, итогом, да, инновационной деятельности. Ну, прежде всего, любая заявка на присвоение статуса РИП, она проходит экспертизу. Экспертизу проходит проект или программа, представленная к этой заявке. Работает экспертный совет, он работает в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и у нас. Он называется Республиканский экспертный совет, или РЭС, да, сокращенно. Значит, ежегодно приходят заявки на присвоение статуса региональных инновационных площадок, на присвоение статуса опорно-методической площадки, напоминаю вам, пилотной площадки, либо ресурсного центра, которые, либо стажировочные площадки, которые признаны у нас в Республике Коми. Есть определенная сеть площадок, вот в качестве стажировочных площадок мы можем сказать по дошкольному образованию, что уже сформировалась такая своеобразная сеть, и это тоже может быть уже описано как инновационный продукт, но вот пока мы к этому еще не подступились очень плотно. Значит, экспертный совет, значит, рассматривает заявки, поступившие на присвоение статуса, проводит экспертизу и делает предложение в адрес Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о признании организации региональной инновационной площадкой, а также по утверждению перечня, прекращению или продлению инновационной деятельности. Сразу хочу сказать о степени ответственности по работе региональной инновационной площадки. Конечно, если площадка представила на экспертизу свой проект, и он был рекомендован уже к статусу, то надо понимать, что организации необходимо пройти этот путь от начала до конца. Почему? Потому что именно к этой площадке будут обращаться за трансляцией, за демонстрацией трансляции опыта. Именно эта площадка будет являться такой базой, да, на которой может проходить определенные мероприятия по данному тому или иному направлению. И именно эта площадка может потом быть параллельно стажировочной площадкой, на которой проходит обучение по этому направлению. Поэтому здесь степень ответственности очень высокая. И, конечно, нужно себе отдавать отчет, что статус площадки, он не только дает какие-то небольшие преференции, но и прежде всего обязывает. Какие у нас критерии оценки? Вот критерии достаточно просты, но они, в общем-то, могут распределяться на определенные показатели.
Ну, прежде всего, это, конечно же, как я уже много раз говорила и раньше, то это линия целеполагания задач и содержания, взаимоувязанность этих вещей, это качество описания и проработки, да, вот того комплекса, который закладывается в проект, это степень обоснованности всех ресурсов, задействованных в реализации данного проекта, ну и, конечно, степень новизны, то есть той идеи, той концепции, которая закладывается в проект. Также можно рассмотреть и показатели, то есть они бегут уже от концептуальной новизны, обоснованности плана, масштабности применения, наличия определенных ресурсов и, конечно, социально-педагогических эффектах, о которых я не устаю говорить, то есть использование результатов и реализации проекта в иных условиях другой организации, то есть как бы распространение результатов инновационной деятельности на другие организации. И мы переходим с вами к заключительной части, которая будет нам указывать на то, как оформляются итоги, то есть на те инновационные продукты, которые должны быть готовы после заключения и анализа итогов и результатов инновационной деятельности к распространению в образовательных организациях. То есть инновационная деятельность, инновационная программа значит, имеет окончание в виде инновационного продукта, который готов к распространению на другие образовательные организации. Ну, какие общие требования к инновационным продуктам? Это прежде всего, конечно же, логичность и грамотность, конечно же, научное обоснование, да? То есть это очень важный момент, который говорит о том, что продукт не компилируется в полной его мере, да, а именно имеет или несет ту хорошую основу, актуальную основу для реализации того или иного направления, той или иной темы. Новизна. То есть, конечно, очень важно показать в заключительном продукте, что же является новизной. То есть принципиально новизны мы уже, как мы понимаем, мы не можем получить с вами в педагогических системах, но вот показать отличие, да, или показать степень внедрения, или показать те средства, которые ускоряют процессы и делают их наиболее положительными. Вот здесь момент, конечно, может быть и должен, вернее, быть отражен в инновационном продукте. Ну и следующий момент требований – это, конечно, полнота, которая раскрывает вот ту пошаговую модель, которую можно переложить, взять за основу и работать уже непосредственно в другой образовательной организации по описанному инновационному методическому продукту, который как итог выступает в качестве как бы завершения деятельности инновационной площадки. Ну и воспроизводимость, то есть что необходимо для того, чтобы вот реализовать то, что мы предлагаем, уже непосредственно вот в тех условиях, да, или в каких условиях, то есть какие условия необходимы для того, чтобы можно воспроизвести данный опыт уже в другой организации. Ну или еще в каких-то других условиях, не обязательно в организации. Какие могут быть формы инновационного продукта? Ну, как правило, если инновационная деятельность, как я уже об этом говорила, что если инновационная деятельность идет немножко размытого такого характера, ну, тематика немножко, и не всегда она прорабатывается глубоко, то, как правило, результатом может выступать модель. То есть схематическая модель условная, там, где определяются этапы, алгоритмы работы. И, наверное, на каком-то участке движения вот в этом направлении этого бывает достаточно. Лучше всего, если все-таки инновационный продукт по более длительному периоду, это он выступает в качестве определенных комплексов, то есть это наработки планов, программ,
каких-то интересных моментов, да, разработок и так далее. То есть это целый какой-то комплекс. То есть это достаточно интересно. Разработка каких-то электронных ресурсов. То есть комплекс формируется. Это самый лучший вариант, который сегодня блока нормативно-правовых документов возможно в комплекс, да, входить. Ну, это вот такой хороший вариант, который как такой вот, ну, обильный, наверное, объемный такой вариант, который говорит действительно о результатах. Как правило, по окончанию очень часто разрабатываются методические материалы. То есть это могут быть рекомендации, пособия, какие-то дидактические тетради, ну и так далее, и так далее. То есть как бы вот этот комплекс может быть. Часто в качестве итогов выступают разработанные программы. Вот сама программа инновационной деятельности, если она успешная, да, она тоже может выступать продуктом инновационной деятельности, потому что, конечно, вот мы сейчас проходим, 3 дня с вами встречаемся, и мы понимаем, что вот соединить все это, да, в единую программу инновационной деятельности, да, бывает очень трудно. Поэтому как бы вот как образец, как инструмент, наверное, да, как документ, данная программа, как продукт инновационной деятельности тоже может иметь место быть как результат. Это очень тоже хороший как бы момент. И как лучшая практика, которая описывает, а как же это можно сделать, в каких условиях это можно сделать, как этим можно руководить, да. То есть вот эта вот составляющая, она очень важна. Также форма инновационного продукта может выступать и технологичность процессов, которая привела к каким-то особенным результатам. И это может быть разработанный сайт, через который транслируется очень многое, да, и вот он тоже может выступать определенным результатом. То есть в зависимости от тех целей, которые ставятся непосредственно уже в рамках как бы деятельности. Далее. Продолжаем. Это могут быть различные программы обучения педагогических работников, повышения их профессионального уровня. Это могут быть какие-то определенные алгоритмы деятельности, программы для широкой общественности и так далее. Ну вот еще раз повторюсь, что было бы неплохо, если у вас нет такой более узкой локальной цели, да, то хорошо, когда у нас появляется комплекс. Вот, например, по апробации и внедрению программы, да, авторской программы, либо программы там рекомендованной, конечно, должен появиться целый комплекс как результат, комплекс методических разработок, как результат деятельности инновационной площадки. Это можно считать инновационным продуктом. Это тоже очень как бы хороший компонент. То есть, если, например, у вас оборудование, да, то есть вы апробируете какой-то блок оборудования с четко заданной программой, с четко заданной там, значит, с четко заданным алгоритмом деятельности, да, то продуктом также может выступать и какая-то линия, значит, уже направленная на программы родительского просвещения в этой части, в том числе, да. Это может быть какие-то электронные ресурсы, то есть вот все то, что вокруг оборудования может прокрутиться. Ну, в том числе и те же программы, да, те же планы интересные, те же конспекты какие-то возможные и так далее. И тоже можно определить вот как комплекс, который потом оформляется уже непосредственно в опыт работы. Далее. Ну, мы сейчас постараемся некоторые моменты разобрать для понимания оформления инновационных продуктов в качестве результатов. Ну, как я сказала, прежде всего модель, да. Хотя с моделью у нас тоже бывает очень много сложностей, потому что модель, как правило, представляется в качестве какой-то определенной схемы, то есть схематического распределения. Надо сказать, что модель, она, конечно, в хорошем таком ее представлении, она, конечно, должна иметь и блок схемы, но и прежде всего она должна иметь описание по этим блок-схемам. То есть
то есть модель определяет прежде всего взаимосвязи между отдельными элементами модели, а следовательно, не всегда в схеме они видны, да, и в блок-схеме тоже они не всегда видны, поэтому, конечно, всегда модель, она описывается. И это, ну, как бы непростой, наверное, труд, который, ну, занимает своего рода определенное время, наверное, да, для того, чтобы представить данную модель. Но, тем не менее, кто как бы этим вопросом занимался, достаточно интересное как бы направление с точки зрения описания в том числе. Требования к моделям, то есть это адекватность или инновационность. Понятно, что адекватность, она должна иметь место быть не придуманной, как вот нам, как мы ее придумывали, наверное, придумали, да, она должна иметь соответствие всем нормативным документам, той образовательной программе, по которой как бы мы работаем прежде всего, да, то есть вот эта модель, она, в ней должно прослеживаться ядро, которое непосредственно, оно нормативное, да, то есть оно вот от нормативности мы никуда не будем. Еще раз, я в первой части повторяла нашей встречи о том, что вот хотим мы авторскую программу, например, в инновационную деятельность взять, это не значит, что мы часть образовательной программы выводим из образования, а вводим эту авторскую программу. Ни в коем случае, да. То есть нормативное ядро у нас все равно остается всегда в модели, и оно должно прослеживаться. То есть вокруг чего крутится внедрение, да, вот этого содержания. Далее, модель, ее требования к ней – это ее реалистичность, то есть степень совпадения полученных и желаемых результатов. Да, то есть модель, она как бы указывает на те механизмы, которые позволяют очень четко добиваться поставленных задач. Ну, а задачи – это как бы модель результатов, да, определенного рода, ну, целей и задач. Поэтому здесь очень важно понимать, что модель, она как бы выстраивается с учетом реально достигаемых задач и целей. Универсальность модели, то есть она должна быть не очень сложной, должна быть простой в какой-то части, для того, чтобы, посмотрев и увидев даже ее схематическое изображение, мы понимали, что элементы модели, они воспроизводимы, да, то есть они могут быть воспроизведены в каких-то, может быть, специально созданных условиях или в обычных условиях, но тем не менее вот эта универсальность, то есть должны быть выделены блоки, которые для всех там, сфер образования, для всех образовательных организаций являются универсальными. То есть они не фантастические, что ли, да? То есть вот этот момент требований, он тоже очень важен, потому что понятно, что модель это еще не значит, что она в чистом виде может браться и берется и реализуется на практике. Далее, описание модели. Есть особенности описания некоторых форм, которые характерны для того или иного инновационного продукта. Ну, например, для модели очень характерна, например, аннотация. То есть в аннотации очень важно описать, что является качественными изменениями, да, тех участков, да, которые, в общем-то, являются традиционными, но имеют место к изменению. То есть, например, традиционный образовательный процесс, да, традиционная форма, урок, занятие. Что меняется? То есть в этой части очень важно в аннотации показать вот эту составляющую, самую главную, что подлежит изменению. Почему я и об этом и на первом, и на втором дне говорила, о том, что очень важно перечень и характеристики изменений для себя очень хорошо понимать. И вообще очень хорошо бы вот эту модель, которую мы все-таки изначально, да, будем представлять, вернее, в заключении будем представлять как итоговую, очень хорошо бы иметь место быть, сделать ее первично, да, то есть как мы это видим, с показателями, с характеристиками отдельных блоков, а потом ее сравнить с тем, что получилось. И увидеть уже схематически, может быть, даже не описывая пока, да, что
пошло не так, или где что изменилось, или где что улучшилось, и улучшилось ли. То есть вот эта вот аналитика вот этих определенных схематических вещей, она уже будет нам указывать на то, насколько мы достигли своих результатов, начиная от постановки целей и далее движения поступательного по реализации инновационной деятельности в области содержания. Ну, вот тут во второй части идет структура описания модели. Это описание каждого элемента структуры, то есть какая у него функция, для чего это предназначено, почему это создавалось, если это какая-то отдельно созданная элемент структуры, да, то есть там какая-то отдельная форма появилась, там группа какая-то, субъекты как-то объединились во что-то, да, то есть для чего это создается. И как взаимодействуют эти элементы, то есть взаимосвязь. То есть схематическая модель, конечно, должна иметь вот такую вот взаимосвязь между всеми ее элементами. Только тогда она показывает, что она практикуема, она работает, может работать, да, и так далее. Ну и результативность модели, за счет чего мы показываем, за счет чего модель внедряется в практику, как она управляется. Модель всегда имеет управление, а управление, прежде всего, оно связано на механизме определенных контрольных элементов. То есть что это может быть? Это могут быть различные мероприятия, связанные с контрольными блоками, да, с контрольными какими-то показательными мероприятиями, там, ну и так далее. Да? То есть вот обязательно показывается, как управляется модель. Это описывается. То есть за счет чего мы видим, что модель может управляться, она может входить в движение, да, и так далее. То есть, ну и приложение. Но на первый взгляд может показаться, что это очень сложно. На самом деле у нас очень хорошая практика, кстати, в системе дошкольного образования, когда мы очень хорошо прописываем модели. То есть модели раннего развития, модели там, школ подготовки будущего там, первоклассника. Да? То есть у нас очень много моделей, которые, в принципе, уже описаны. И если мы затрудняемся, мы всегда... То есть хорошая практика есть, хорошие публикации в этой части. Поэтому если мы затрудняемся, мы, в принципе, всегда можем обратиться к тем источникам, где, собственно, модели прописываются. И лучшие практики прописываются в виде моделей. Поэтому здесь, я думаю, что не все так как бы страшно, может быть, что, как покажется на первый взгляд. Поэтому чем хороша эта составляющая? Вот чем она хороша? Вот она хороша, и чем она отличается от методических рекомендаций, например? Потому что методические рекомендации, они уже конкретно указывают, как это нужно делать. А модель, она непосредственно как бы создается и указывает на взаимосвязанность элементов. То есть поэтому вот эти элементы, которые есть в модели, они являются теми участками, да, и механизмами, ну, механизмами, наверное, нельзя назвать, участками, которые вот держат эту модель, понимаете? То есть и поэтому, рассмотрев модель и проанализировав ее со всех сторон и выделив эти участки, специалист понимает, да, ну, подходит ему эта модель или не подходит, и где ее можно усовершенствовать. То есть модель подлежит усовершенствованию, она не догма. И вот это как бы плюс модели, которая непосредственно может представляться на экспертизу и профессиональное обсуждение. И, кстати, на модели, которая уже создается и представляется, также может рождаться инновационный процесс, потому что есть участки, которые кто-то видит, как их можно еще лучше сделать. И, пожалуйста, новый виток может быть. Да, то есть и вот это как бы рождает еще некоторые витки, то есть модель рождает некоторые витки движения вперед, и она как бы хороша для обсуждений, вот, прежде всего. Ну и не факт, что данная модель не будет иметь интерпретацию в будущем. Мы же знаем, что
все новое – это хорошо забытое старое, и это уже много лет назад было когда-то описано на своем витке развития, да, а мы сейчас, у нас новый виток развития, век высоких технологий, и те модели, возможно, которые были раньше, они просто рассматриваются с учетом ускорения движения на новом витке использования современных ресурсов, и они также вырастают, но уже в другой интерпретации, в другом исполнении, и они интересны, они важны, и они нужны, наверное, сегодня для педагогического сообщества. Далее. Методическая разработка. Ну вот я уже, вот чаще всего предлагается в качестве инновационного продукта, предлагается, конечно, методическая разработка. Методическая разработка – это, в общем-то, конкретика, да, как это внедрить, как это сделать, как это сделать лучше, как предусмотреть какие-то моменты и так далее. Методические разработки хороши, они как бы могут быть, почему они хороши? Потому что они могут быть и авторскими, они могут иметь такие хорошие комплексные подходы, да, то есть они могут быть разными разработки, там могут быть от сценариев до серьезного комплексного планирования какого-то, да, каких-то интересных проектов и прочих других вещей, от конспектов каких-то, ну и так далее, да, то есть до электронных разработок. То есть это очень такой широкий спектр. И все, что разработано и уже работает, да, в практике, это может считаться методической разработкой. Но самый хороший момент то, что, конечно, разработка, она в чем хороша для инновационной деятельности, она имеет как бы вот такое авторское начало. И пусть она даже, пусть будет небольшой, но она будет авторской. И это тоже неплохо, да, то есть она может быть коллективом авторов создана, одним автором, ну, как бы здесь уже чисто вот линия по инноватике идет. Вот здесь на слайде написано определение, что такое разработка, да, то есть что очень важно в разработке. Конечно, очень важно, для чего мы их берем, эти разработочки, да, мы берем их для того, чтобы посмотреть последовательность действий, да, и какие советы дается автор, дает автор для того, чтобы мы могли это реализовать в практику своей работы. Ну, опять-таки, вот я уже повторюсь, что это могут быть разные варианты, это могут быть и сборники, да, которые, в общем-то, собираются из каких-то отдельных элементов, из детских работ, возможно, ну и так далее. То есть это такой большой, очень широкий такой спектр, наверное, характеристики можно дать. Ну, примерная схема методической разработки – это, конечно же, вот смотрите, здесь определяется и сведения об авторе, и условия, и советы, и большие приложения, да, то есть методическая разработка – это вот такое вот оформление, которое, наверное, нам всем знакомо. Поэтому, как правило, и чаще всего результатом деятельности площадки являются вот такие методические разработки. Тут много останавливаться не надо, наверное. Пособие. Пособие – это очень серьезный вид инновационного продукта. Можно даже сказать, что это вид продукции, потому что методическое пособие – это именно оказание практической помощи педагогам в присвоении, приобретении новых передовых знаний, как теоретического, так и практического характера. Значит, методическое пособие достаточно большое по объему, надо сразу об этом сказать. И, соответственно, оно строится в очень четкой структуре. То есть первая часть – это введение. По объему уже мы видим, что оно большое, да, то есть достаточно весомое. Потом оно содержит теоретическую и практическую часть, дидактическую часть, то есть это некоторые приложения, не обязательно это схемы, это могут быть и дидактические материалы, разработанные для осуществления вот того или иного вида, да, деятельности. Такой достаточно серьезный комплекс методических пособий. Поэтому и плюс вот ко всему этому достаточно хороший дидактический аспект, как это использовать в обучении, в развитии, воспитании детей. То есть пособие, оно практически заходит и описывает вот тот комплекс, да, как
мы используем новые содержания, формы, методы, технологии в образовательном процессе. Вот это как бы очень хороший результат, очень нужный, наверное, сегодня нам результат. Но, к сожалению, по результатам инновационной деятельности мы не всегда его видим и не всегда видим в качестве лучшей практики. Хотя, наверное, он является таким самым весомым и правильным продуктом и результатом инновационной деятельности по истечению 3 лет, я бы так сказала. Ну, это мое, конечно, мнение сугубо личное, наверное. Ну, рекомендации. Рекомендации, они не так сложны, не так многослойны, но тем не менее они рассматривают самые эффективные приемы инновационной деятельности, самые рациональные варианты, самые лучшие образцы той тематики, того содержания, того блока работы, который вы прошли по инновационной площадке. Поэтому методические рекомендации – это не все обо всем. Да, вот все обо всем – это разработки, да, то есть комплексы, такие комплексы, и там вот очень много различных материалов. А все-таки рекомендации – это они описывают, да, тот самый лучший вариант, лучший образец, который будет транслироваться и всегда может иметь место быть в практике работы. И это такой накладывает отпечаток на оформление и подготовку инновационного продукта, потому что достаточно серьезный момент. Здесь учитывается, что когда рекомендации уже подлежат оформлению, например, и публикации, выясняется, что они не актуальные бывают иногда, да, то есть что это опыт, который уже никому не интересен. Поэтому рекомендации – это очень такой, знаете, продукт очень быстрого характера, он должен быть очень современным, актуальным, принимаемым всеми и, собственно, должен хорошо поработать именно на эти вот эффекты, да, так называемые. Ну, структура, здесь появляется прежде всего аннотация, потому что именно вот аннотация указывает на то, что методические рекомендации на что направлены, да, вот на то инновационное ядро, на ту инновационную деятельность, которая прописывается в содержании. Вот. Ну и, конечно, здесь очень хорошо прописывается последовательность содержания, потому что рекомендации, они даются именно в последовательности описания от первого этапа до последующего, как это правильно делать, даются определенные советы и показываются определенные варианты, образцы введения различных технологий, программ, проектов и так далее. То есть как это делается, как это внедряется, да. То есть вот этому посвящены у нас методические рекомендации. Поэтому сама, например, программа, разработанная, да, как результат, как продукт и как результат инновационной деятельности, уже не может считаться методической рекомендацией, потому что как ее применить, эту программу, вот это будет методические рекомендации. А сама программа, она скорее относится к разработке, да? Пособие относится к тому, именно как от фундаментальной основы, от идеи, да, можно двигаться к применению вот того или иного содержания. То есть там описывается, чему и как можно посвятить и построить вот эту работу. То есть вот есть некоторое недопонимание иногда в разнице между оформлением и представлением и презентацией инновационного продукта. И когда иногда задаешь вопрос коллегам, а что это все-таки такое-то у нас пособие или рекомендация или программа, вот что это, то есть очень затрудняются отвечать, потому что оформление имеет определенные требования, любой вид разработки методической и формы инновационного продукта, он имеет свою функцию, свои цели, да, свое назначение. И поэтому тоже здесь очень важно понимать, когда мы разрабатываем проект, очень важно понимать, а что в заключении инновационной деятельности на площадке мы можем представить. И еще мне хочется сказать такой один момент, что инновационная деятельность, еще раз, не может заканчиваться отчетом. То есть все равно в любом случае мы инновационный продукт представляем,
мы его презентуем, он проходит какую-то экспертизу общественно-профессиональную, он обретает и оформляется в виде лучшей практики, он транслируется, он публикуется и, может быть, даже тиражируется. Поэтому вот это заключение, это и будет определенный итог деятельности инновационной площадки. Поэтому очень часто задают вопрос, а зачем заниматься так долго и глубоко и тяжело инновационной деятельностью, когда вот можно просто опубликовать свой опыт. Да? Тут, коллеги, мы должны понимать, что понятно, что если специалист представляет свой какой-то инновационный опыт, да, в практике работы, то, соответственно, этот опыт как-то ведь был реализован. То есть сегодня мы говорим, что основная задача педагога – это реализация основной образовательной программы. Да? То есть это его основная задача сегодня. И если педагог сегодня работает в направлении, предположим, апробации какого-то нового содержания, нового оборудования, новых каких-то, там, не знаю, форм, методов, технологий, которые он выбирает, значит, каким-то образом у педагога было время, возможности, условия, да, как-то поработать на поле новизны. Следует вопрос, да, а каким образом вот соединение, реализация основной образовательной программы новизны вот случилось, на каком основании? Поэтому здесь очень важно посмотреть, да, насколько вот этот опыт, в какие рамки какой деятельности он укладывается. В любом случае, та новизна, которая есть в деятельности педагога, она не может быть самостийной. Да, она должна все равно рассматриваться в контексте инновационной деятельности учреждения. Неважно, подали вы заявку на РИП или у вас просто в каждой организации есть инновационная деятельность. Да? То есть она важна для развития учреждения, она необходима для развития учреждения, но какая она, может определять либо педагогический коллектив, и лучше, если это педагогический коллектив, либо где-то по обсуждению с руководителем. То есть эти моменты, которые всегда нужно понимать и знать для себя, и говорить о том, что если инновационная деятельность в учреждении есть, значит, конечно, появляется инновационный опыт, безусловно. Безусловно. Но еще раз повторяю, это не значит, что именно здесь именно вы работаете в статусе региональной инновационной площадки. Это не обязательно. Да? Обязательно только то, когда действительно вы уже взяли на себя обязательство работать в рамках региональной, федеральной инновационной площадки. Тогда уже требования, экспертиза к итогам и результатам, а также к продукту инновационному, она будет гораздо выше, гораздо требовательнее, гораздо щепетильнее, наверное, да, чем просто в рамках деятельности своей организации по работе с инновационными моментами. Ну и еще, что мне хотелось немножко два слова сказать в заключение. Значит, конечно же, когда мы подходим уже к анализу, к формированию отчетности по научной исследовательской деятельности или просто по результатам инновационной деятельности площадки, да, для нас очень важна статистика. Сразу хочу сказать, что если у вас нет промежуточных итогов, то есть вы не заложили как-то в свою программу, ну вот обошли, посчитали ненужным, то есть нет у вас периодичности, да, то есть вот вы проработали 2 года, сняли результаты, вот посмотрели на них и, собственно, все хорошо, да, они вас порадовали. То есть и таким образом здесь мы говорить о статистике не можем с вами. То есть статистика как факт, вот она сложилась, да, то есть цифры какие-то сложились. Как их проанализировать? Проанализировать их практически невозможно, это факт. Они сложились, они есть, ну и, собственно, они вот такие, какие есть. Поэтому, конечно, аналитическая часть уже будет укладываться не с точки зрения статистики, да, то есть цифр, а с точки зрения ну, каких-то других вариантов, проблем, сложностей на этапах и так далее. Да? Статистические данные как бы нужны
и важны только тогда, когда у нас есть хотя бы механизмы промежуточных результатов, то есть после какого-то там первого этапа или там после второго этапа, да, то есть когда мы наши показатели, ну, имеем место заложить как контрольные и можем посмотреть. То есть вот у нас прошли обучение по этому направлению, не в целом повышение квалификации, а конкретно по этому направлению, например, 2 педагога, да, условно, а в заключении уже прошли 5. Вот тогда мы можем понимать, что у нас есть позитивные сдвиги, позитивные изменения. Да? То есть тогда мы можем сказать о результате. То есть мы его достигаем в этом плане. А если мы уже в заключении сказали о статистике, что у нас всего 5 педагогов прошли обучение по этому направлению, которое у нас заложено в инновационной деятельности, тогда мы просто это констатируем. И статистика нам тогда ни о чем как бы не говорит. Поэтому если мы хотим прикладывать и опираться все-таки на статистические данные, то важно закладывать их между промежутком и окончанием хотя бы. Ну, это вот как такая норма, да? Дальше. Очень часто используется такой вот рейтинговый подход. Тоже очень сложный компонент. То есть если вы как-то хотите сделать какой-то рейтинг, то, наверное, надо понимать тоже функцию этого рейтинга, да? Опять-таки, конечно, рейтинг, он будет строиться из статистики, безусловно. Но надо понимать, для чего он вам, что он дает, какова его функция, да? Ну и так далее. Дальше, то есть динамика. Ну, я сказала уже, динамики не будет, если у вас нет промежуточных каких-то итогов. То есть динамики совершенно мы посмотреть ее никак не сможем. И сказать о том, что это позитивное изменение, мы тоже с вами не можем, лишь только в случае того, что если у нас есть какой-то вот скачок большой, да, то есть не было и появилось. Вот скачок еще мы можем сказать, что да, это изменилось в лучшую сторону, то есть как констатация факта. И, собственно, все. То есть поэтому подходы к статистике, они тоже имеют место быть, ну, как вот отдельный, наверное, разговор, потому что много тоже там каких-то нюансов, которые нужно предусматривать. Ну и аналитическая часть, в заключение. Аналитическая часть – это часть, принадлежащая отчету, публичному отчету или отчету об итогах деятельности инновационной площадки. Что очень важно здесь отметить, что это прежде всего обратная сторона работы, то есть это динамика удовлетворенности, да, то есть независимость. Вот хорошо, если какая-то есть линия независимости, да, оценки этой деятельности. Это какие-то отзывы от партнеров, это публикации в средствах массовой информации, это заключенные какие-то договоры, связанные с совместными проектами. То есть вы видите, что аналитика, она прежде всего показывает на то, как масштабно распространяется инновация, какие эффекты она уже имеет и указывает, да, в социальных как бы блоках, в социальных направлениях, да, и как она получает там свое распространение. То есть это вот такая обратная сторона медали. Об этом тоже никак нельзя забывать в рамках аналитической части. И, в принципе, вот она как раз-таки указывает на то, как принимается эта инновация вот, обществом, не только профессиональным, но и общественным. Вот как бы в заключении, что у меня вот все, наверное, всю информацию, которую я вам хотела рассказать о деятельности региональных инновационных площадках и вообще об инновационной деятельности. Эта тема, повторяю, достаточно сложная, требует какой-то вот вдумчивости, отдельных разборов, наверное, отдельных каких-то направлений и так далее. То есть, поэтому, уважаемые коллеги, сейчас я посмотрю еще, есть ли какие-то вопросы.
Вот здесь есть вопрос небольшой, да. Хочется описать свое состояние. Огромный интерес, чувство неуверенности, все-таки сложно, спасибо. Коллеги, вы знаете, я что хочу сказать по этому вопросу, ответить. Спасибо за хороший вопрос. Я понимаю ваше состояние, и как бы понятно, да, что есть большие сложности в этом деле, да, но мне хочется сказать, что чем, ну вот вы меня немножко, может быть, извините за такой вот подход, да, что чем, извините, собирать пустые какие-то документы, связанные с формированием доказательства того, что я профессионально грамотен, да, что я там много чего могу, наверное, лучше заняться инновационной деятельностью. Во-первых, эта деятельность, никто не знает, как она, во что она выльется, но мы знаем точно, что она интересна всегда, будет интересна везде, и, собственно, только там вы можете получить свое профессиональное развитие, потому что она будет заставлять вас думать, двигаться, искать, находить и эвристически подходить к своей образовательной деятельности. А это очень важный момент, и он очень ценен в контексте сегодняшнего дня, потому что современному образованию нужны прорывные технологии в работе, в том числе с детьми дошкольного возраста. Мы же все понимаем сейчас, как сложно вообще двигается вот система подходов развития личности ребенка. И это не так просто, как нам кажется. Мы уходим от традиционности, от заштурмованности наших детей. Да? Мы хотим, чтобы наши дети жили в современном, открытом, публичном, интересном обществе. А для этого, конечно же, мы сопровождаем развитие наших детей, педагоги, а мы тем более дошколята сопровождаем их у самой такой вот колыбели развития. Поэтому здесь только в поиске мы можем найти то самое ценное, самое важное, что нам необходимо. Поэтому вот большое вам спасибо, что вы как бы вот в хорошей такой мотивации, что хотите входить в эту инновационную деятельность, но пока еще, наверное, сложно, не решаетесь, не бойтесь, только пройдя этот путь и поняв все ошибки, вы будете понимать, что это вам совершенно необходимо. Если нет необходимой базы, может ли школа вступить в инновацию, например, по введению STEM-образования в начальную школу? Хороший вопрос. Здесь нужно сказать, что для этого вступления, конечно, оборудование вам совершенно будет необходимо, потому что это блок оборудования. Но до того момента, когда вы будете закупать оборудование, его все равно придется закупать так или иначе, необходимо, вернее, можно не терять время и провести хорошую подготовительную работу. То есть можно обучить педагогов, можно поработать на площадках STEM-образования, можно получить серьезную методическую поддержку, можно взвесить все свои силы за и против, можно распределить деятельность на последовательные этапы, то есть чтобы не так дорогостояще, например, это вам обходилось, да, то есть, в принципе, все это сделать можно. Поэтому я думаю, что STEM-образование – это сегодня будущее, так же, как и любые средства, которые сегодня высокотехнологичные, они очень нужны нашим детям, и поэтому отступать нельзя, нужно лишь только подобраться поближе и понять, как это лучше сделать. Вот мой ответ такой. Так, я вот вижу, что необходимо иметь единое видение процесса инновационной деятельности. Коллеги, вот еще раз вам повторюсь, что я понимаю, что есть некоторый сумбур, у каждого свое направление, у каждого своя какая-то деятельность, и каждый хочет услышать, конечно, свое направление, да, рассмотреть. Поэтому я рада, что мы вот так пообщались на такой вот, правда, такой, с одной стороны, да, площадке, но тем не менее мне очень приятно, что мы вот как бы к этому хорошо подошли, и все мы теперь понимаем, что процесс инновационной деятельности – это хороший толчок для развития, очень хороший, в том числе и для организации. Да, много сложностей, много. Но мне кажется, что вот сейчас, как бы обновление, новизна – это то, что нам всем сегодня необходимо. И, понимаете, вот мы говорим,
ну вот дорогое оборудование, да, но ведь есть возможности подходов другого характера, да, например, там сетевая линия, возможно, да. Далее, например, участие в конкурсах, которые тоже организуются теми же как бы представителями, что ли, да, ну и так далее. То есть есть всегда возможность успешного продвижения этой деятельности, и она нам очень важна. Да, STEM-образование, конечно, это будущее, я хочу сразу сказать. И вообще это хорошо, что мы заинтересовались STEM-образованием, потому что есть программа, есть серьезные люди, так будем говорить, которые с нами очень хорошо сотрудничают и готовы продвигать STEM-образование в части не даже продвижения своего оборудования, это было бы, наверное, неправильным подходом, да, а в части того, что они готовы выйти на каждого, на каждую организацию, они готовы сегодня организовать вот эту методическую хорошую поддержку. Мы сегодня готовы создать эту информационную базу, куда вы можете обращаться. Поэтому давайте свои предложения присылайте, мы с коллегами обдумаем, порешаем, как это можно хорошо сделать, как включить школы, начальное образование в реализацию вот этой хорошей инновационной деятельности. За этим будущее. Поэтому ждем ваших предложений, пишите к нам на почту свои заявки, направляйте и просто свои мнения, предложения. Мы будем всегда их анализировать и при необходимости, да, будем делать вот такие хорошие цикличные вещи по вебинарам. Поэтому, коллеги, еще раз всем вам большое спасибо. Я очень рада, что случились такие наши встречи интересные. Поэтому я вас всех благодарю, всем здоровья желаю. И, конечно же, хотелось встреч уже более в таком мощном формате по обсуждению хороших, интересных вопросов инновационной деятельности. Большое всем спасибо. До свидания.